Селам алейкум. Бүгін Қырым ышғалының 715-ші күні екінленмекте эфирде заман соңки хаберлерінен таныш етмеге азырмыз. 12 тентуф нәтижесінде 12 Қырым татарыны яқаладылар. Қырымда бүгін ФСБ Сабадан Ялта, Бақчысарай, Алушта жеварындаки Шумак ойынды Бақчысарай районының Кучук Яшлав, яғни Викторовкаве, Заланд койды Халмовкада тентувлер кечірділер. Себебі санки бұл инсанларға қаршы белі олмаған шақыслар шикает берген. Оларны экстремистик ве террористик тешкілатларының азалары көбі көрелер. Сонки олған малюматқа көре үч кішіні евіне берділер, да 9-ны ФСБ бөліклерінде тұталар. При всех обысках были задержаны люди, 12 же задержаны. 6 обысков было в Ялте и Ялтинском регионе. 1 обыск был в Алушинском регионе. 5 обысков было в Бахчисарайском регионе. Из них 3 уже отпустили. Остальные остаются пока как задержаны. Предъявить его не предъявили, но обвиняют или подозрение в терроризме, участии, пособничество и так дальше. И среди задержанных Куку и Мурсин, он тоже правозащитник, и в данное время он тоже член контактной группы, ответственный за тот регион, южный регион у нас. Значит, из всех этих обысков жесткие были, очень жесткие обыски были в Ялте. В Ялте там, допустим, того же Мурсина взламывали двери, хотя они же сами открывали двери. Потом его, в общем-то, положили на пол и дальше увезли в наручниках. Это все происходило около 7 утра. Во втором же месте это примерно синхронно все проходило около 7 утра везде. Во втором месте, тоже в Ялте, по улице Цветочной, там поломали окна, они в общем, вламывались в дом и в окна, и в двери. При этом дети еще спали, и стекла этих вот окон падали на детей спящих и так дальше. В общем-то, там малолетние дети, трое детей. Теперь в Бахчисарае, в Холмовке, там не соглашался, потому что просил, чтобы ему дали повестку. Вот, потом поехали за повесткой, долго ждали повестку, и думая, что его так просто люди не отдадут, пригласили ОМОН. И ОМОН подъехал, он сел в машину этих, в общем-то, не знаю, силовиков, уехал с ними, люди разошлись. Во всех местах в Бахчисарайском районе собиралось много людей. Қырымның рус прокуроры Наталья Поклонская ичтимai ағларда 4 Қырым татары яқаланғаны себебінен мақтанды. Оларға қаршы жинайы ишлер ачқанлар ве Русияда террористик сайылған Хизбут Тахрир бірлешмесінде иштирак еткені көбі таныйлар. Одно из наиболее, наверное, приближенных к правде предположений в Фейсбуке на своей странице написал адвокат Эмиль Курбетдинов о том, что правоохранители пытаются все-таки из крымских татар сделать неких тут радикалов, террористов и так далее. И это может быть продолжением того дела против 4 крымских татар, которых схватили в Севастополе, и они содержатся в СИЗО по статье об участии в террористической организации. Но ожидаем, что 4 будут предъявлены, в общем-то, будут меры заключения ареста. Потому что Поклонская уже объявила, что 4 арестованных по делу, связанным с терроризмом. Бұтын дүния Қырымтар Конгрессінің вице-президенті Ленур Ислямов Қырым татарларының евлерінде өткерілген тинтуф ве апске алынув бойынша өз изатыны берді. Оның сөздеріне көре тинтувлер Қырым татарларының қорқытмақ үшін япыла. Ислямов емен Қырым татарларына Русияде олған Кавказ сымалары көбі умуми душман көбі япмаға істейлер. Это, как и было со времен Екатерины, это те самые обыски, психологическое давление на крымских татар. Для того, чтобы заглушить вообще любое проявление идентификатора крымско-татарского, так называемого. То есть для того, чтобы крымские татары перестали быть крымскими татарами, чтобы они испугались собственной национальности, чтобы они испугались выражать свою крымско-татарскость. Наш народ столько испытаний уже прошел в этом мире и столько всего уже видел, то, что и не сломился, даже тогда, когда это было КГБ, а не сегодняшняя ФСБ, не ЧИТА. А народ, закаленный в таких испытаниях, которые были в истории нашего народа, только сильнее станет. Все те, кто говорят, что вот крымские татары придут в Крым и будут его делать, будут резать головы русским, будут там устраивать какие-то там карательные операции, там, или это будет ИГИЛ, там, все такое прочее. Это тоже, это только мантра оккупанта для того, чтобы запугать и сделать
бесхребетным остальное население, которое будет оправдывать обыски в домах крымских татар. Это очень важно. Сначала сделать информационную бомбардировку. Это мы видели уже в России уже не раз. Помните, тогда, когда говорили лица кавказской национальности, там все такое прочее. И вот все такие ходили, как бы озираясь на лиц кавказских национальностей. Потом их депортировали с Москвы, из Петербурга, где бы они там и находились. Здесь готовится такая же история. Крымским татарам в сегодняшнем русском мире нет места. Вся вот эта вот братья, которая от лица крымских татар обращается там, на полуострове, и успокаивая, и говоря, что мы здесь от лица крымских татар представляем народ, потому что мы дома, потому что мы вот в Крыму остались, а там кто-то уехал. Это такие слабые потуги оправдания собственной трусости. Те люди, которые от лица крымских татар, находясь в Крыму, заявляют, что у нас все хорошо и что весь народ живет, ни один из них не может дома в глаза собственной матери даже посмотреть или собственного отца. Не говоря уже о том, чтобы они не могут нормально приехать в поселок крымских татар. И вообще вот такой вот взбор крымских татар, где соберутся крымские татары в поселке, в каком-то компактном проживании, и посмотреть им в глаза, и объяснить вообще, что они делают вообще в сегодняшней власти, в оккупационной. И каким образом они могут сохранить народ там. Эти обыски еще раз демонстрируют эту новую национальную внутреннюю политику Российской империи, которая ломает косточки крымским татарам. Поэтому у нас лекарство только одно. Крым мы видим многонациональным, мы видим его мультикультурным, межконфессиональным, именно много мультиконфессиональным. И он всегда таким был. Об этом Номан Челебеджихан очень хорошо говорил, когда говорил, что Крым – это такой букет благоухающих цветов. И аромат от этих цветов, которыми являются многонациональный Крым, распространяется на всю территорию земли. Нам, крымским татарам, сейчас это испытание, которое нам сейчас Всевышний послал, надо его пройти с честью. Поэтому тем мужчинам, которые себя ощущают настоящими мужчинами, должны набраться духа, смелости и вступить в наш батальон. Потому что без нас, без самих крымских татар, без сражающихся крымских татар и готовящихся к сражению крымских татар, мы Крым не освободим. Это раз. Второе. Оккупант должен знать, что именно крымские татары, коренной народ Крыма, мы вернемся в Крым. Мы будем ждать, когда это будет возможно. Но если будет продолжаться давление на крымских татар, и это давление будет нарастать, и мы увидим, что в Крыму будет проливаться крымско-татарская кровь, мы зайдем в Крым раньше. Мы не для того, на самом деле, созданы нашими родителями, чтобы преклоняться или присмыкаться перед кем, а еще там тем более ходить и служить, и быть в услужениях оккупанту. Қырымдатар халық лидерлері Мустафа Джемилев и Рифат Чубаров Литва и Этенен Коруштылер. Бүгін Қырымда өткерілген тінтулер ақында икая еттілер. Бұны бері Литвада өткерілежек бұтын дүния Қырымтар Конгрессінің Иджра комитетінің топлашывы бойынша тешкілі меселелеріні чезділер. О Вильнюсте май сайында өткерілмек керек. Саме Литовська республіка на державному рівні, вона не лише підтримує морально кримсько-татарський народ, вона дуже багато, як держава, приклала за останні 2 роки для того, щоб питання кримсько-татарського народу, голос кримсько-татарського народу, він просто постійно був би чутним для суспільства. Обговорювали подальші наші заходи щодо створення таких міжнародних вагомих форм захисту прав кримських татар в окупованому Криму. Маємо тут зазначити, що такого тиску останнім часом, та як і раніше, відчувають системно лише кримські татари або люди інших національностей, які сповідують іслам. Репресії з боку окупаційної влади останнім часом просто нарощуються на очах. Меджлисны ясақ етмек, бойлай шикаетлеріні белі олмаған инсанлар прокуратураға йолла екен. Бұл ақта Меджлис рейсінің бірінші мавина Нариман Желял білдірді. Оның сөздеріне көре, Меджлисінің фаалиетін огренмек ечен оны Ахмеджетнан район прокуратурасына давет еткенлер. У нас произошла с сотрудниками прокуратуры беседа.
в ходе которой они объяснили, что в прокуратуру поступают некие жалобы от граждан на деятельность Меджлиса и даже с требованием запрета Меджлиса как организации, как объединения и так далее. При этом ни фамилии, кто жалуется, ни сами бумаги нам не показали. Интересовались в основном как раз, чем мы занимаемся на сегодняшний день, какие у нас планы на ближайшее время. Непосредственно выясняли, какие мои личные функциональные обязанности. Предельно адекватно и вежливо пообщались, на чем пока и разошлись. Русия Девлет Думасының сабық депутаты Константин Боровой Қырымна ишғалден құртаруф планына ишлеп шығарған. Оның сөздеріне көре тез вақытта 2014 сенесі февраль айында оған вазиетке қайтмақ керектір. Боровой білдіргеніне көре қайтаруф операциясы 4 басамақтан ибарет. Біріншіден Рус ордысы Весилясы ярмаданы терк етмек керектір. Екінші басамақта Украина полиция қадемлеріне берабер ОБСЕ назаретчілері кіріп, Украинаның вақтынша мемориетіні тешкіл етмелі. Үшінші басамақта Қараденіз флоты чықарылмалы. 4-ші басамақта Украина арби күчлері кірмек керек. Боровой емін бойле алда Рус аскерлерінен Украина аскерлері чатышмас. Ахмеджетте 2014 сенесі февраль 26-да парламент огында кечірілген митингте басуға рус активистлері себепчі олған. Бұны митингте иштирак еткен Ахияр Сакины білдіре. Видеоны Ахияр телеканалларының бірі чықарған. Қадының инзатына көре инсанларны Ахиярдан мақсус кетіргенлер иштиракчилерден бірі білдіргеніне көре басув рус тарафдарларының басқысындан башлаган. У нас была просто масса. Ребята рвались в бой, ребята начали давить друг друга. Вот. То есть в основном все жертвы там от того, что вот давили друг друга. Ну, кто в первых рядах не смогли еще контактировать с противником. Геджесі белі олмаған инсанлар Қытай Украина ве ишғал олынған Қырым арасында тікіленген Украина Қырым-татар Джумхуриеті билбордны пычақнен кескенлер. Билборд буфер зонасында ерлештірілген еді, ләкин Чангардаки Украин меморий сыңыр кечті. Қырым тарафқа кечірілген сон билборд Украина назарет еткен территорияда қалған еді. Аскер жемат бірлешме азалары Украина сыңыр бекчілерінен Қырым меморий сыңырына назарет етежеклері. Бүгін Чангар сыңыр кечтінде идманлар кечті аскер азалары кечет ишінің қайделерінен таныштылар. Тавсилиятлыжа Гульсум Халилова біле. Розкажу вам про внесення служби на вартового шламбаума прикордонного ряду. Потім розкажемо порядку огляду транспортних засобів в зоні митного контролю. Эвелина Қырым ишғаленден сон Украинаға көчті. Қырым Қамачаф акциясында бірінші күнден иштирак ете. Шымда есе аскер атлы шекеллендірмеде Қырым меморий сыңырыны гумрукчилер берабер незарет етежек. Силами активистов гражданской блокады было создано громадское формирование, которое будет помогать таможенникам и пограничникам контролировать КПВВ Чунгар, Чаплынка, Каланчак. Вот у нас были до этого теоретические занятия, теперь у нас сегодня практические занятия. То есть мы уже на деле, на КПВВ уже видим, что происходит и как себя вести в данных ситуациях. Наши активисты будут находиться в данном вагончике, покрашенном в желто-блакитный цвет, так как это и нормы КПВВ. Ну и мы, так как мы патриоты Украины. Чоңғар незарет кечіш ноқтасында аскерлеріні сыңырда чалышма қайделерінен таныш етіп, амелде укук ве мечбуриеттеріні аңлаттылар. Оларның вазифесі бұл көзлемек ве қанун бозғанларны мейданға чықармақтан ибареттар. Практично показали повністю, як будуть члени громадського формування виконувати свої завдання по охороні адміністративної межі. По даному громадському формуванню заходи вже майже закінчуються. Зараз завершуються заходи перевірки списків даного громадського формування. Після того, як списки будуть перевірені, під керівництвом підрозділу охорони кордону відділу Чонгар буде прийнято заліків даного членів громадського формування. По завершенню, по прийняттю цих заліків будуть видані відповідні довідки, що дані члени громадського формування пройшли підготовку, успішно здали заліки і допущені до несення служби в спільних прикордонних нарядах з представниками Державної прикордонної служби. Активистлер 4 ай девамында Қырым Қамачаф акциясында иштирак еттілер. Енді сенатерлер одасының чықарған қарарыны сыңырда незарет етмек үшін тұрачаклар. Это первый шаг, опять-таки, становления Украины гражданскому обществу. То есть это мы показали пример, как общественное объединение будет контролировать таможенные и пограничные службы.
Я маю певну громадську позицію і підтримую кримських татар, тому що Крим – це Україна, і ми маємо бути разом, і має бути у нас перемога, і ми маємо йти до цього, і до цих цілей, і дуже велика перемога вже є на цьому шляху, і ми маємо довести все до кінця. Сыңарны кечкен айдавчылар умут этелер, көзетүүчүлөрүнүн жардымы менен незаретни кечмеге да ада колай олажактыр. Главное, чтобы был порядок в любой стране, в любом городе, как говорится, тем более таможня, чтобы не было терактов, чтобы не было как бы вот этого всего. Это положено так, это я приветствую. Давайте поживем, увидим. Если они себя зарекомендуют с лучшей стороны, значит будем приветствовать через какое-то время их. Правильно? Пройдет промежуток времени, мы увидим, узнаем, как они работают. Отношусь, как говорится, очень нейтрально к этому всему. Вот. Если это происходит, значит, это кому-то надо. Ну, если сверх не решили, значит, правильно. Мы-то ничего не решаем же. Решают, а выше надо. Значит, правильно решили, значит, так нужно было. Ameli dersler daha birkaç gün devam edecek. Fevral'ın 15'inden başlap ise askerler endi Sыңарда turib başlayacaklar. Gülsüm Halilova, Hasan Aminov, Zaman, ATR. Киевде Қырым ақында саяси efsanelerini рет etken kitapны тaqdim ettiler. Kitap müellifi bildirgенне көре o yarmadanın kerçek tarixini tarif eti. Efsanelerinin rет etuvinde hem tarihçiler hem de cemaat aktivistleri iştirak etken. Kitapta Kırım sakinleri umumen yarmada ve işgal hakkında en popüler ve davalı olgan efsanelerge cevap берілі. Неправда, що Крим є ісконно руською землею. Насправді росіяни в Криму становили маргінальну меншість протягом багатьох століть. За ревізію 1793 року, тобто вже через 10 років після анексії території Кримського ханства Російською імперією, лише трошки більше 6 тисяч росіян на весь Кримський полуостров нараховувалося. Кількість росіян перевищила кількість кримських татар лише в 1901 або 1902 році, не раніше. Тобто до 20-го століття говорити про якийсь російський Крим – це є абсолютний міф. Протягом кінця 18-го, всього 19-го століття Крим – це була типова мусульманська південна тюркська провінція, яку завоювала Російська імперія оружною рукою і утримувала, як і більшість інших провінцій. Якщо в свідомості кожного мешканця України, а судячи з того, що ми видали її російською, ми сподіваємося, що і це вплине якось, можливо, вплине і на росіян, то тоді і вся решта посиплеться, і ми будемо сподіватися, що історична правда переможе. Қырымда апрелінің бірінден Украин номераларында олған араба сайыплеріні жезалайжақлар. Ләкин номералар деңіштірілмесі пек қиындыр. Евелден невбет алмақ үшін қайттан кечмек керектір. Ләкин 4 терминалдан тек бірі чалыша талон алып невбетке тұрмақ үшін инсанлар бір қач күн жанлы невбетте тұрмаға мечбурлар. Күннің сонына қадар келгенлерінің тек ярысы талон алып етіштіре. Ни чаю попить, ничего. Нужно гонять машины, полить бензин. Люди с 2 часов ночи приезжают занимать очередь. Сидят всю ночь в машине. А кто держит список, человек 10, чтобы записать, стоят на морозе. Независимо от того, какая погода. Вот это вот 222 человека. Первый покажи еще. А первый, вот, первый Даже еще, 70-й даже 71-й еще даже не взял себе этот талон. Из-за этого сейчас у нас такая вот. А на морозе представьте, как это бывает. Стоим с полшестого утра. И до сих пор не получили До сих пор, видите, мест 0. Записался в 83-м, никак не могу получить. Активист Doğma Demircili Biye İlyasova Cafer Emiraliyev'nin beraber Demirci koyu ve sürgünlükten evvel yaşagan sakinleri hakkında kitap çıkardı. Muellifler kitap üstünde 10 yıl çalışkanlar. Çoksa malumat koydeşler koruşuğu devamında toplangan. Kitap 800 sayfeden ibaret. Anda 200'den ziyade Demirci'de yaşagan korunta hakkında malumat toplangan. Buna beraber kitapka 1600 fotosuret qo'shilgan. Demirciler haqqında kitapni 500 nuqsada bastırganlar. Onu mektep ve kitapxanelerge tarqatmaga planlaştıralar. Kitapның tantanalı taqdim merasimi fevralның 16-sında İsmail Gasprinskiy adına kitapxanesinde o'tkazilecek. Мне всего было 4 года, когда выселили нас. Но то, что мы проводили встречи и их выступление записал, была выпущена в 2005 году первая книжечка Демиржилер Коршулера. Потом сами старшее поколение написали всех соседей. И вот после этого можно было уже начать собирать материал
бывать в селах, городах по Крыму, где живут наши демержинцы, описывая их интервью, выпустить эту книгу. Если мы напишем историю села и кто там жил, соответственно, мы в Крыму сохранимся как народ. Бүгінге соңғы хабарымыз еді. Сіздерге ей ақшамлар тілеймін. Бір-біріңізге ве яқынларыңызға мұқайт олыңыз, саулықпен қалыңыз.